ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 19 января в России отмечают большой христианский праздник Крещения Господне. Многие верят, что вода в этот день приобретает особенные свойства, в том числе лечебные и так далее. Поэтому люди окунаются в надежде приобщиться к этой благодати. В Ухте по традиции в ночь граждане идут окунаться на Иордань, близ бассейна «Юность». Холодная погода и ледяная вода, считается, лишь приумножают акт веры. Однако православные священнослужители призывают правильно расставлять акценты. Дело в том, что хождение на Иордань совершается не ночью, а днем после совершения литургии. Когда литургия совершена в храме совершено водосвятие, и тогда совершается крестный ход на Иордань, где и освящается вода. Самого же купания, как такового, его не существовало. Это уже ноу-хау последнего столетия, то есть второй половины 20 века, когда люди приходили, окунались в прорубь, надеясь таким образом, что вода, которая в данный момент освящается, смоет грехи. Грехи для крещенного человека смывает только покаяние, только исповедь, которая называется вторым крещением. И уже если человек не крещенный, в надежде, что он крестился, погружается в воду Иордани, воду реки или озера, любого водоема, для его духовного действия, скажем так, оно никакого значения не имеет. То есть важно не столько само погружение в воду, но и то, что предваряет и дополняет это. Идти ночью вовсе не обязательно. В Свято-Стефановском храме уже не первый год открыт баптистерий. Купель в самом помещении, которая по своим свойствам ничем не уступает Иордани. Ванна позволяет окунуться с головой присев. На ступеньках будут резиновые коврики, помещение огорожено занавесками, есть вешалки для одежды, заходят по 5 мужчин или женщин. Вода холодная, водопроводная, но горячий чай тоже будет, и все это происходит в помещении, а не на улице. Причиной организации баптистерия стал реальный случай. Испугало другое, когда один человек, который был, мягко говоря, под некоторым действием алкоголя, на свой страх и риск окунулся в Иордань, ноги подкосились, и он пошел под лед. Его успели схватить за волосы, вытащили из воды. И вот после того периода я сказал, что все, больше я таких вот экспериментов, тем более в ночное время, когда темно, проводить не буду. Я не буду рисковать жизнями людей, которые мало, я могу, то есть, скажем, отвечать только за то, что где я присутствую, то, кому ушли прорубь-то осталось, и у кого хватит ума туда залезть. Если хотите пощупать себе нервы экстремально, скажем так, проверить, зачем ждать 19 числа? Сегодня прекрасная температура для такого повода. Пожалуйста, идите, рубите, вырезайте, на свой страх и риск окунайтесь. У кого какое сердце, у кого что выдержит. Сердечно-сосудистая система человека может и не выдержать экстренной нагрузки, так что призывы в осторожности и воздержанию от спиртного совсем не лишни. 19 января в 9 часов утра в храме начнется литургия. После ее завершения в районе 10-11 произойдет богосвятие, и в купели смогут окунуться пришедшие. Храм проработает до позднего вечера, 20-21 часа. Центральные условия при посещении баптистерия – быть адекватным, уважать правила храма и, конечно, других людей.